Здравствуйте. Я с самого начала представлю нашего гостя, начальника отдела информации Министерства иностранных дел Абхазии Тенгиз Тарба. Тенгиз, я знаю, что вы получили очень интересные архивные видеоматериалы 30-х годов, 50-х годов, которые еще никогда не демонстрировались на абхазском телевидении. Мы их сегодня готовы представить нашим телезрителям. Я думаю, это очень интересный материал. И мне бы хотелось, чтобы вы с самого начала рассказали о предыстории получения этих материалов. Спасибо, да. Материал был передан нам в рамках женевских дискуссий. Хочу отметить, что это не только видеоматериал, это и очень интересный аудиоархив 30-х годов, и фотоматериал, и разного рода историческая документация. Вот таким образом, через Женевский процесс, этот интересный архив попал в наши руки. Вообще у нас сгорел архив, конечно, и очень сейчас для нас важны и очень ценны любые материалы, которые можно получать. Какое значение имеет тот процесс, который вроде как бы налаживается сейчас для восстановления архивных материалов нашей республики? Наша задача дипломатов наладить механизмы возможные, да, и уже после того, как эти механизмы будут созданы, привлекать экспертов в разных направлениях, которые бы могли получать нужные нам архивы. Это совсем не обязательно, чтобы это были только фото и видеоархивы. Да. Нас также интересуют и геодезические данные, картографические данные, и топографические съемки. То есть, на самом деле, пласт архивных материалов, интересующих Абхазию, он огромен. И вот на сегодняшний день наша задача дипломатов во всей сложной ситуации, политически сложной ситуации, создать вот такой вот гуманитарный механизм по возрождению нашего архива. Такие материалы, они важны не только для историков, но вообще для широкого зрителя, конечно. Вы знаете, я с вами согласен полностью, что эти материалы будут интересны не только специалистам, не только историкам, но и нашей общественности. Они своими глазами смогут увидеть Нестора Лакоба, могут увидеть, каким был Сухум в 30-е годы, 50-е годы. Это наша история. Без прошлого нет будущего, и мы должны знать нашу историю, должны ее изучать. Давайте мы сразу перейдем к материалам. Наш зритель уже утомился, наверное, в ожидании. И первый эпизод, который мы сейчас продемонстрируем, это прибытие первого поезда в Сухум. Вот тут, кстати, можно сказать о том, что разным специалистам может быть интересен архивный материал. Например, как были люди одеты, да? Это же тоже достаточно интересно. Сейчас будут крупные планы. Вот оно, историческое событие, прибытие первого поезда в Абхазию. Вот наши граждане. Теперь мы раскроем тайну, куда приехал вообще-то первый поезд. Это станция Киласу. Вот обратите внимание, что все еще используется латиница для абхазских слов. Нестор Лакоба.
Нестор, конечно, тоже вот интересная, очень яркая личность, яркий типаж, и вот с первых кадров это сразу же чувствуется. Любопытно вообще сейчас соприкоснуться с историей и узнать то, как это происходило в те времена, фактически быть такими очевидцами того времени 30-х годов. Ну, теперь мы давайте посмотрим второй эпизод 50-х годов о пребывании делегации американских фермеров в Абхазии в 1956 году. Обратите внимание, какой автобус. В те времена вообще это как космический корабль воспринимался. Это где-то уже в 70-е годы, 80-е у нас были похожие автобусы. А вот они, ковбои. Нужно еще сказать, что они побывали в разных районах Абхазии и в основном интересовались производством, выращиванием чая. Интересный эпизод, когда покажут, вот она сама гостиница-рица, которую снесли, вместо нее построили там какую-то бетонную конструкцию, смотровую площадку, совершенно вообще-то удручающего вида, и, мне кажется, абсолютно не украшающая ландшафт озера Рицы. Конечно, гостиница, она собой представляла очень такое органичное строение, вписывающееся в ландшафт. Вот сейчас этого всего уже нету, и как-то все затянули в бетон, и мне кажется, что трудно будет возвратиться вот к тому состоянию, когда природа озера Рицы не была так подпорчена. Вы знаете, вот мое замечание, мне кажется, что это был какой-то этап деградации для самого озера. И вот процесс возвращения, он будет процессом эволюционным. И только когда мы поймем, что необходимо вернуться к тому, что было. Вот. Поэтому я искренне верю в то, что мы эволюционируем и придем к тому, чтобы все-таки вернуться к тому первозданному виду озера, который у нас был. Нашим телезрителям я напомню, что у нас еще впереди 3 эпизода. Это строительство порта в 1932 году, потом вот начало строительства Дворца правительства, это 1935 год. И в заключение нашей сегодняшней программы мы покажем документальный фильм «Абхазия. Цветущий край» по сценарию Георгия Гулия 1957 года.
Ну, давайте мы перейдем к третьему эпизоду. Это строительство порта в 1932 году. Хотелось бы напомнить зрителям, что это 30-е годы, годы репрессий, а за ними последует Вторая мировая война. Но сейчас то, что мы видим, это строительный бум, это новая Абхазия. Здесь интересно, конечно, смотреть на лица людей, кто был рядом с Нестором. Для меня очень характерен этот человек, который передает Нестору Лакоба ножницы для разрезания ленточки. Вот такой ручка сюда боком стоит. Да. Голову не поднимает. Голову не поднимает. Конечно, было бы интересно, если бы, я думаю, что в дальнейшем, если будут поступать такие материалы, надо приглашать историков, тех, кто в лицах знает, например, тех, кто присутствует вот сейчас, потому что очень любопытно, наверное, было бы и мне, и нашим телезрителям узнать, кто эти люди. И еще у нас есть один эпизод, это строительство Дворца правительства. Да, был замысел архитектора, и, конечно, намного более гармонично оно выглядит, и, наверное, вот у меня лично есть сожаление, что не получилось реализовать в полной мере именно этот проект. Не знаю, есть ли возможность вообще-то вернуться вот именно к тому, чтобы восстановить в первоначальном виде вот весь этот проект. Ну, видите, у нас есть материалы, мы, например, можем запросить, опять-таки, для наших строителей, для архитекторов и реставраторов попробовать запросить все материалы по данному строительству, и тут уже вопрос к нашим специалистам, к экспертам, пусть они дают оценку
возможно ли и нужно ли восстанавливать в том виде, в котором предполагал архитектор. Ну, давайте мы посмотрим тогда эпизод 4. Это строительство Дворца правительства. Хотелось бы сказать вот на фоне этих кадров еще и о том, что, как я уже говорил, наша задача дипломатов – это предоставить механизм, несмотря на все сложности, которые есть, создать этот механизм и далее уже получать материалы, отдавать оценку полученному материалу и уже вырабатывать списки необходимые, да, того, что вот каким приоритетом для нас является сегодня какой архивный материал, это уже, так скажем, задача экспертов в разных направлениях. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы этот процесс продолжился, и мы могли показать и широкой общественности, и экспертным группам такие важные для нас архивные материалы. Как я и говорил, это будут и фото, и видео, и разная документация. В общем, надеюсь, мы встречаемся с вами не в последний раз, и у нас впереди большая серия телевизионных передачах о видео и фотоархивах. Я думаю, что для наших телезрителей всегда будет интересно посмотреть вот те материалы, киноматериалы из прошлого, которые о многом нам расскажут, и испытать, наверное, какое-то чувство сопричастности. Итак, Тенгиз, огромное спасибо вам за, во-первых, конечно, вот тот материал, который вы нам предоставили. И сейчас мы посмотрим документальный фильм «Абхазия. Цветущий край», который был выпущен в 1957 году. Абхазия, край живописных гор и вечной зелени на берегу Черного моря. Абхазская автономная республика входит в состав Грузинской Советской Социалистической Республики. Мягкий морской климат, солнце, которое ярко светит почти круглый год, живописные горные пейзажи привлекают туристов и просто отдыхающих со всех концов Советского Союза. Сегодня в Абхазию едут друзья из далекой Кореи. Жители города радушно встречают своих гостей. Сухуми, или как называют свой город абхазцы, Акуа, столица Абхазии. Воздушные трассы, железные автомобильные дороги соединяют Сухуми со всеми уголками Советского Союза. Город утопает в
зелени летом и зимой. Как не вспомнить слова народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия? Цветы, цветы, здесь тысячи найдешь их, багряных, синих, желтых, голубых, лиловых, белых, попросту хороших, как детвора веселых и живых. Там, где раньше были болота, ныне проложены широкие улицы. Гостиница «Абхазия», здание драматического театра. В этих домах находится правительство Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Педагогический институт. Здесь обучаются будущие педагоги для многочисленных школ Абхазии. На территории республики дружной семьей живут абхазцы, грузины, русские, украинцы, армяне, греки, эстонцы. Люблю Абхазию, жемчужину союза, любви множество страны, цветов и солнца край. Люблю за жизнь твою, светлую, счастливую, за то, что круглый год у нас цветущий май. И каждый новый день цветок птица чудесней. Покидая эти места, люди уносят с собой загар от жгучего южного солнца и добрые воспоминания о днях, проведенных здесь. Особенно нравится летняя жара вот этих обитательных тропиков. Это обезьяний питомник, единственный в Советском Союзе. Здесь изучаются проблемы, связанные с продлением человеческой жизни. А это ботанический сад. Он невелик по размерам, но удивительно разнообразен мир его растений. Долго любуются посетители чудесными цветами и растениями субтропического пояса, раскинувшимися пестрым ковром перед их взором. Со всех концов страны идут письма в дом народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Но он сейчас отдыхает в Подмосковье. В наши дни, однако, расстояния легко преодолеваются. И вот мы в гостях у основоположника абхазской литературы, депутата Верховного Совета Союза СССР Дмитрия Гулия. Поэт прогуливается со своим внуком. По нашей просьбе Дмитрий Гулия говорит несколько слов на родном языке. Да-да, вы всегда бракались в духовных, богатстве. После Великой Октябрьской революции, за годы советской власти, Абхазия преобразилась и расцвела. Абхазский народ с самобытной культурой, древним языком и молодой национальной литературой, достигшей больших успехов в последние годы. Перенесемся снова в Абхазию. С Ухумской горы открывается чудесный вид на город. Здесь старое живет рядом с новым. В начале нашей эры в этом краю процветали города Анакапия, Питиум, Диоскурия. Дворец-крепость царя Баграта воздвигнут в XI веке. Остатки древнейшего сооружения Великой Абхазской стены. Она простиралась на целых 100 километров. А это береговая башня, вернее, ее руины. Мост над рекой Басла, ему 1000 лет.
Эта дорога ведет в Новый Афон, прекрасный приморский курорт. Республика славится своими курортами. Красиво, и правда. В 1888 году в Абхазии побывал Чехов. Он писал: «Если бы я пожил в Абхазии хоть месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с неба глядят тысячи сюжетов». А это курорт Гагра, самое теплое место на Черноморском побережье. От холодных северных ветров Гагру защищают горы. Санатории, дома отдыха, Приморский парк. Недалеко от Гагры мыс Пицунга. Это роща знаменитых пицунских сосен, сохранившихся от древнейших геологических эпох. По пути к Рице мы встречаем Голубое озеро. А это ущелье реки Юкшар. Красавица Рица на высоте целого километра над уровнем моря. С озером связано много поэтических легенд и песен. Вот горный ледяной пылинки, а в этой кристально чистой воде водится форель, лакомые блюда отдыхающих. Перевал главного Кавказского хребта. Через этот перевал лежит путь туристов из мира, с севера на юг. Дорога вьется по живописным ущельям рек Клыча и Одора. Незабываема картина горных потоков и снежных вершин. Невольно оживают в памяти слова Лермонтова о горах Кавказа. Чтобы вечно их помнить, там надо быть раз. Этих мест, что граничат с снегами, часто достигают автобусы с туристами. На горных тропах встречаются непуганные звери. Чем не богаты этот ачандарский платан? Здесь, в зоне альпийских лугов, водится всемирно известная абхазская пчела.
горах немало озер, подобных озеру Амкел. Пришло время горным рекам служить человеку. Вот одна из гидроэлектростанций Сухумская. Недра Абхазии богаты полезными ископаемыми. У горы Лашкандар вырос шахтерский город Скворчель. Забоиш Володя Джонова, один из лучших шахтеров. Бок о бок с абхазцами трудятся грузины Давид Магриани и Платон Лешкашель. Почетен труд и крестьян, выращивающих кукурузу. Старики не хотят отставать от молодых. 126-ю весну встретил в этом году Осман Дженни из села Лых. Ему нет никакой нужды работать в такие годы, но давнишняя любовь к труду часто берет свое. В полях республики раскинулись плантации чая и цитрусов. Зеленый лист чая собирает герой социалистического труда Нателла Булискерия. А это девушки-близнецы Галина и Нуца Арфа. Абхазия славится своими табаками. Сушка табака в новой сушилке, конструкцию которой предложил Александр Адамин. Чудесные плоды зреют в садах Абхазии. С сельским хозяйством республики знакомится журналисткой из Эфиопии. Издавна славятся местные сорта винограда Качич, Изабелла и другие. Таким способом собирают виноград на высоких деревьях, по которым он и вьется здесь. Перед нами герой социалистического труда Тимур Тарба. Полевые работы обычно завершаются праздником урожая. Празднично оделся Осман Дженни. Едет на праздник и Тимур Тарба. Джигиты спешат на спортивные игры в село Лыхны. На этой площади издавна собираются крестьяне. Столетний старик приветствует старейшего Османа Дженни. Кто победит в соревновании? Об этом спорят знатоки. Поспешна юность предсказаний, нетерпеливы старики. Аншба, чемпион Советского Союза по рубке лозы. Георгий Гумба, чемпион Грузии по преодолению препятствий. Это двоюродные братья Георгий и Анатолий Гумба. Вперед вырывается Георгий.
Много праздников бывало на абхазской земле, но на этот раз сама юность прошла тысячеголосым потоком по улицам Сукуна. Шел фестиваль молодежи Абхазии, и его участники с увлечением готовились показать свое искусство не только в Тбилиси, но и в Москве, на Всемирном фестивале молодежи, на празднике юности, мира и дружбы. Выступает абхазский государственный ансамбль песни и пляски. Исполняется старинный абхазский танец «Шаратынь». Любители танца нашлись и в детском саду. Но в этом благодатном крае нередко можно видеть и танец столетних стариков. Наш короткий рассказ об Абхазии подходит к концу. Чтобы узнать ее получше, надо самому побывать здесь, увидеть ее людей, ее горы, ее долины и море. До новых встреч на абхазской земле. До свидания, друзья.